Меня зовут Андросов Александр Сергеевич, представлюсь. Я являюсь аудиочтецом. Я думаю, аудиокнига найдет своего слушателя. Сивцев Айсен Дмитриевич. Небесные охламоны. Повесть. Избранные фрагменты. От автора. Действие происходит в городе Якутске с 7 часов 58 минут утра 31 мая и до 7 часов 45 минут утра 2 июня года Белой Лошади. Все факты и события даны в точном хронологическом порядке, без изменений, и именно так, как все это происходило на самом деле. Возможно, некоторые двуногие узнают в этом странном по худформе откровении поэта самих себя и вольны предъявить ему свои претензии и разные-преразные несогласия. Итак, истинно говорю вам, от Иоанна. Святое благовествование. 31 мая 90-го. А 90-го ли? А может все-таки 7498-го? Тяжелый век. Тяжелые веки мои. Открываю зенки, зырю. 7 часов 58 мин. Мин это я. И выходит без двух. Хорошо. Мое окно грязное, в серых пятнах. А дальше, выше облака. Чистые такие, белые-белые. О, белые кони мои гуляют по синему полю небес. Чьи это? Это мои. Слова сейчас вот в башку. Или из башки. Туда-сюда, сюда-туда. Откуда? Пора вставать. Пора. Но холодно чего-то. Зеваю. Значит, опять как вчера. И позавчера. Нет. С трудом приподнялся и мужественно включаю Нейву 304. Щелчок и сразу пик. Потом московское время 2 часа. Потом передаем последние новости. Все. Давай. Натягиваю штаны, потом носки. Улыбаюсь. Из пыльной фиолетовой глубины медленно так появляется добренькое круглое лицо С. Он поставил эту пьесу на сцене и сыграл заглавную роль. Или главную. Туда-сюда. Сыграл-то он ухохотательно, приятственно хорошо. Теперь С едет в ГДР. Или в ФРГ? Или как там? ФРГ? Сам черт не разберет. Короче, он едет в Германию, к немцам. Прославились они, наши артисты. Дюжи известные стали. Киргизия, Грузия, Мексика, Финляндия. И теперь вот Дойчланд. И везут туда желанный голубой мой берег. Доброго человека. Доброго — это хорошо. Доброе и злое, злое и доброе. Да. Слайды. Надо С заказать рвахром для съемок. Вспомнил, доброго человека из Сычуана они не везут. Ведь это Брехт. Надо ему заказать целый блок. Ибо в Москве ты сейчас не найдешь. В Москве сейчас ничегошеньки не найдешь. Пусто и злобно. И кое-кому кранты намечаются, как говорил мой друг, дитя небесное. Дима Шацилла. Димка, где ты сейчас? Что ты? Чей ты? Или опять заболел? Нервы? Нервы.
Нервы номер 1990, 7-2, серия Ан. Не ври. И не рвы. Рву. Найду во рву, нарву траву, как вор и курва в прорве. Но вру. Рву газету, раз! Иду в туалет. А там тоже лезет. Из головы. Почему его туда запихали? Ведь Ше, наш общий друг, совершенно здоров. А запихали в дурдом. Туда. Пьет, правда, как лошадь. От этого тоже ведь можно. Бух. Уходит вода. Начинается песня свежего утра. Начинается. Захлопнул дверь, защелкнул задвижку. Чок. Сегодня выходит последний день сумасшедшей весны, года белой лошади. О да, это чистая белая лошадь. Горцует и пляшет в пыли на площади сонной и солнечной. Брэд Сиф оф Кабл. Черт возьми, надо позвонить Аизе. Смотрю на часы. 8 часов 12 минут. Рановато, пожалуй. Девять часов 55 минут. Эпизод номер 2. Место действия – Совет министров ЯССР. Вестибюль. Холодный мрамор казенщины. Смотрю, его нет. Подхожу к киоску, где газеты и прочее. Прошу показать номер латвийской Даугавы. Первый номер, второй, третий. Первый, помню, уже покупал. Полистал, посмотрел. Нашел. Сейчас мы имеем схожую ситуацию. Старый, командно-административный, ортодоксальный, казарменный социализм изжил себя и лег у истории на пути. Но его верноподданные, желающие все обобществить, все централизовать и на каждый чих издать инструкцию, пока располагают реальной властью. Это интересно. Колоссально, воскликнул бы я в 1952 или в 1957 году. А сейчас как выражаются? Потрясно? Ништяк? Да, ништяк. Чую, подходит кто-то. Оборачиваюсь. Он. Да, это он, товарищ Б. Товарищ Б в аккуратном темно-синем костюмчике. Чистая рубашка и узенький модный галстук с белой лошадкой. С белой, под которой не то китайские, не то японские иероглифы. Он улыбается. Это очень молодой человек. Или выглядит так молодо. У него жидкие усики над слегка припухшей губой, смуглое азиатское лицо, тонкий чувственный нос, черные, смородиново-черные глаза, аккуратно подстриженная челочка. Он чем-то напоминает испанского кабальеро или матадора своей стройной фигурой. Тонкая талия и изящные ловкие руки. Нечто каталонское, черно-бело-красное. Хотя вот красного цвета, однако, в нем нет. Разве что кровь его в венах. А может, она желтая? Нет, не знаю. А потом действительно, чем дальше, чем лучше его узнавал, чем дольше с ним находился во времени и пространстве, тем больше и больше кровь его желтела, становилась светлой до странности. Итак, вот он подошел, значит, поздоровался. «Че, бардабыт?» – ему говорю. «Это тут близко совсем, по Кировой». Далее я ему говорю, что звонил директору музея, Аизе Петровне, и что она не придет, не может сегодня. Не и не получается. Я смотрю на его худое лицо, сочувственно киваю. И он тоже смотрит. Черные зрачки расширяются. И тут я чувствую, на меня надвинулась какая-то темная, тяжелая волна, обдала меня холодом с ног до головы. Волна обиды исходила от моего нового знакомого Б. «Ого!» – я подумал, с ним надо поосторожнее. Эпизод самый последний.
И вот я на улице. Везде люди, мельтешат машины, все задвигалось, засуетилось. Город проснулся. Начинается новый день. 2 июня 1990 года. А 90 ли? Я улыбнулся. Вот и 8 моя. Я сажусь, еду в рабочий городок, домой. В автобусе люди, молодые, симпатичные лица. Девушка улыбается, о чем-то говорит подруге. Говорят. А это кто сидит? Да это С. Не уехал в Дойчланд, что ли? Привет. Ты куда это? Ведь должен был на запад. Нет, на восток еду. К своим, в Тюнгюлю. К своим людям? Спросил я, намекая на нашу пьесу. К своим, засмеялся С, поняв меня. И ребят вот своих везу к родственникам. Лето все-таки. Солнце. Да, это солнце. Солнце. Соглашаюсь я, и мне почему-то становится как-то легко. Очень легко. Не один все-таки я. Не один. Входят на остановках новые пассажиры. Старушки с бидоном, мальчик с собачкой, 2 мужика в рыжих спецовках, женщина с огромной сумкой, старик с внуком. Выходят и входят. Я стою, задумался. Что это? В автобус вдруг входят, появляются из затмения живые друзья моей юности. Надька и Лена, 2 Клима, Юра, Саша Петров, Валера и Света, Бордонские, Ленька и Марик. Затем входят в автобус, и они. Это мои ушедшие и теперь навеки молодые друзья. Они садятся рядом со мной, едут, смеются. Коля Слепцов, Витя Савин, Коля Гуляев, Нюргун и Шурик Ядриев, Саша Корякин, Леня Винокуров, Тамара, Нюргуша Маленький, Юрка Савин, Ганя, Валерка Слепцов и еще. Те, которых уже не вернешь. Снова очередная остановка. Захлопнулась дверца. Брызнуло солнце лучами, белым светом лица друзей осветило. Солнце-конь все выше поднимается по белым облакам, вверх, где прохладная чистая синь. Вспыхнули в памяти полузабытые строки. Находим снова в темноте друг друга. Соединяем руки, души. Горим, летим. О, солнце! В трубных звуках утра вновь растворяет черноту, вновь прогоняет всадников луны, и кубок золотой свой поднимает все выше, вверх, все выше, во имя торжества небес и животворной синевы, чьи дети прыгают, поют, вновь оживают, как просыпаются цветы, вдруг сбросив покрывало ледяное. О, ты, все темное ушло, нет больше боли, нет больше гнева. Есть только белый цвет весны.